Конкурентным будет этот бой. Руслан все-таки намного габаритнее. По весу он эксклюзивный показ UFC TV только через приложение TV.com. Все подробности в описании. Я не знаю, сколько он набрал. Если 61 он не уложился, я думаю, сейчас килограмм под 70, наверное, может чуть меньше, 68 точно у него есть. Ну и он хороший грэплер. Ну а Жолдашбек очень такой характерный парень. И посмотрим сейчас, что сможет противопоставить Серикпулову. Такое жесткое начало. Серикпулов решил сразу пойти вперед, потому что Гран-при это не один поединок, это до финала получается 4 боя будет. Вообще этот формат очень такой энергозатратный, тяжелый, и не каждый может пройти такой формат. Возможно, кто-то у нас и снимется из-за травм, что нередко бывает в Гран-при. И поэтому желательно, конечно, в самом начале не растратить все силы. Чуть было сейчас на удушение Серикпулов в спину не забрал. Гран-при 16 человек, не восьмерка, как обычно. И у нас собралась такая очень хорошая компания. И вообще, что касается Гран-при, одно из последних таких мощных Гран-при, которое в Казахстане было Гран-при Триумфайт, в котором выиграл невероятным просто образом Нурсултан Касымханов. После этого он чуть больше года восстанавливался, не тренировался, не участвовал в турнирах. Но зато потом, как он выстрелил на турнире Алаш Прайда, он нокаутировал бразильца, а затем 2 боя провел в ACA. Первый поединок против Педусона, там была невероятная рубка, и, по-моему, Нурсултан единственный боец из Казахстана, кто на том турнире выиграл. А затем в первом же раунде на турнире, который был 6 марта, нокаутировал белоруса Ивана Жвирблю. То есть опыт, который он приобрел в том Гран-при, я думаю, сослужил очень хорошую службу. У нас 2 минуты 50 секунд до окончания. Смотрите, Серикпулов уже несколько раз попал, но Жолдашбек удар держит. Еще раз говорю, настойчивый, крепкий парень. Мы посмотрим сейчас, если в первом раунде не закончится, насколько физических сил хватит Серикпулову. Немножко тяжеловато он двигается, на мой взгляд. Вот снова опять такой размашистыми такими ударами бьет Руслан. Не припомню я, если честно, выигрывал ли Руслан Серикпулов нокаутами. Был технический нокаут у него. И в основном победы были у Руслана сабмишинами. Но у Жолдашбека есть такой. Ох, смотрите, вертушка какая. Чуть было вложился бы посильнее Султан, и было бы, конечно, здесь печально все для Руслана. Спортсмены, если бы вес был в порядке, это был, конечно, возможно бы финал. Смотрите, локтями как Сула бьет, есть покраснение там у лица у Руслана, но не может он выбраться, хотя по габаритам он сильнее. Вот слышите вы там подсказки Диаса Кабдуова, который является тренером команды Орлан ММА Про Тим и клуба Тобет, который привез именно Жолдашбека на этот турнир. Просит локти добавлять, но Руслану, по-моему, подняться тяжело, сил нету у него. Возможно, в концовке он попытается что-то сделать, но здесь
не восстановился, конечно, Руслан, и печальная очень сейчас ситуация для него. Сумеет ли в первом раунде Жалдашбек все это завершить? Руслан, конечно, подошел к весогонке немножко неправильно. И здесь нужно заканчивать. Нет, Руслан, сила. Все, я думаю, Карену Пашикяну нужно останавливать 20 секунд, дабы сохранить здоровье Серикулова. Нет уже у него сил подняться. Все, нужно останавливать. Все правильно. Все правильно. У Руслана просто нет сил в этом гран-при участвовать. Не восстановился он, еще раз повторю, 3 тяжел. Но это в стиле Конора Макгрегора здесь уже что-то. Кездесуді тоқтатуға мәжбүр болды. Сонымен бірінші раунд аяқталар тұста. 52 секунды первого раунда. Техническим нокаутом одержал победу и вышел в четвертьфинал Гран-при Султан.